Сегодня у нас в гостях врач-гинеколог, эндокринолог, репродуктолог высшей категории Института репродуктивной медицины города Шымкент Кошасбаева Мадина Жумабаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое вам спасибо за то, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию. Расскажите вначале немного о себе и кто такой врач-репродуктолог. Ну, как вы уже озвучили, я являюсь в данный момент сотрудником ИРМ, врач-гинеколог, эндокринолог, репродуктолог. В частности, репродуктология и врач-репродуктолог непосредственно занимаются вопросами бесплодия и связанные с этим вспомогательными репродуктивными технологиями. Потому что то, что касается, допустим, врач-гинеколог, эндокринолог, это та часть профессии, которая отвечает за гормональные нарушения, которые произошли на том или ином уровне человеческого организма, начиная с гипоталамуса, гипофиза, да, и кончая нижним этажом нашими органами, матка непосредственно органы мишень или яичники. И любой эндокринный сбой в организме, они однозначно взаимосвязаны между собой. И таким образом, допустим, по этой же причине может наступить бесплодие. И это не означает, что, допустим, пациент именно направляется на ЭКО. То есть эта эндокринология, она заключается в том, чтобы корректировать гормональное состояние пациента, восстановить его гормональное здоровье. На этом фоне, когда все восстанавливается, происходит зачатие, или же можно как бы индуцировать это зачатие, то есть индуцировать овуляцию. А вот именно репродуктолог — это уже когда пациент все этапы прошел, начиная с первичного звена, то есть с поликлиник по месту жительства, допустим, обошел, допустим, многие частные клиники, да, и уже, конечно же, обращается к нам, к репродуктологам, и тут уже руками мы не разводим, потому что есть вспомогательные репродуктивные технологии, которые как раз-таки помогают достичь желаемого таким семейным парам, которые длительно страдают бесплодием и без ВРТ, которым не обойтись. Вот это называется врач-репродуктолог. Здорово. Теперь вот наши телезрители будут знать. Да, чтобы они понимали. Конечно. А гинеколог — это в целом, уже понятно, да, обширная такая программа, обширная такая обзорное лечение пациентов, все, что касается гинекологии, воспаления и других, множество заболеваний. Это всегда любой, как бы в любом случае пациент всегда начинает с гинекологического приема, то есть идет к женскому доктору, то есть к гинекологу. А мужчины могут обращаться к репродуктологу или только женщины? Вот смотрите, у нас в Институте репродуктивной медицины ИРМ Шымкент, конечно же, это все предусмотрено, и у нас есть специально обученные урологи, но андрологи. Андрологи — это те урологи, которые непосредственно более глубоко занимаются вопросами бесплодия и гормональных нарушений у мужчин. Поэтому, конечно же, они могут к нам обратиться, и мы всегда, как бы, допустим, семейную пару распределяем. Если мужчине нужна помощь андролога, мы отправляем к андрологу. Или у мужчин также, допустим, обратились к андрологу, они могут женщин как бы параллельно отправить к репродуктологам. Здорово. Да, конечно. Сегодня вот также, к большому сожалению, да, частота бесплодных пар увеличивается, и это также зависит как от мужчин, как и от женщин, то есть 50 на 50. Да, согласна. А вот расскажите, пожалуйста, в основном из-за чего случается бесплодие? Ну да, вот статистика неумолимо растет. К сожалению, на данный момент сейчас каждая пятая семейная пара является бесплодной и вынуждена обращаться к нам, репродуктологам. И это число, к сожалению, из года в год растет. Именно по этой причине наше государство, видя вот такую тревожную ситуацию с демографическими проблемами, это же уже идет как бы проблема государственного масштаба, в связи с чем, конечно, по программе АНСАБИ уже с этого года выделено достаточно квот, выделено 7 миллиардов тенге и достаточно квот, вот, то есть 7 тысяч квот, да? И по мнениям экспертов, конечно же, даже этого недостаточно, потому что семейных пар, страдающих бесплодием, действительно очень много. Вот. И основная причина бесплодия, знаете, вот сейчас очень много, вот такая классическая стандартная форма бесплодия — это трубного генеза, то есть это трубно-перитониальная форма бесплодия, то есть это когда-то женщина перенесла операцию, были спайки, или, допустим, была внематочная беременность, в связи с тем она лишилась труб, или они есть, но они забиты, они закрыты, она проходила лапароскопию, то есть пытались ее открыть, да? Трубки как бы не восстанавливаемые уже, даже если их открыли,
То есть механически как бы она открыта, но она не выполняет свою функцию и свое предназначение, поскольку вот эти вот трубки маточные, они же не просто вот как труба просто, понимаете, и открыта, и открыта, ничего подобного. Она выполняет свою перистальтику, у нее есть свой перистальтический режим работы, она занимается тем, что перегоняет эту зиготу, сформировавшуюся новую, да, эту маленькая беременность уже в полость матки. Если же страдает такая ее функция, или же она перетянута спайками снаружи, то такая труба уже несостоятельна, даже если она открыта. Вот раньше, к сожалению, да, учитывалось только трубный фактор в основном, мужской фактор, трубный фактор. Сейчас, вот слава богу, что я хочу сказать, многие семейные пары не попадали под разряд ЭКО по квоте, потому что там трубки открыты по каким-то причинам, там гормональное бесплодие, такие как мультифолликулярные яичники, допустим. Вот сейчас все это как бы позволено уже, да, то есть у них есть уникальная возможность пройти все-таки ЭКО по квоте. Так вот, возвращаясь к теме нашего как бы вопроса, основная причина, то есть классика — это трубный фактор, дальше, как я уже сказала, это гормональная форма бесплодия, да, это может быть мультифолликулярные яичники, или, как мы их называем, бесплодие связано с отсутствием овуляции, тоже входит, да, потом бесплодие неясного генеза, сейчас очень много, ну, скажем так, формы бесплодия, которая вроде бы все нормально, но почему-то бесплодие не наступает. А вот если более глубоко копаться в этих отношениях, то там какие-то, естественно, задействованы иммунные факторы, однозначно. Иммунные или аутоиммунные. Но как бы в любом случае, какой бы это ни было формой бесплодия, оно легко разрешимо с помощью ВРТ-технологий. Поэтому мы вот определяем, допустим, раз смотрим, два смотрим, не получается, да, и уже столько лет страдает, или длительно текущее бесплодие, скажем, без эффекта от лечения консервативного, да, вот такие пары, слава богу, имеют право на получение квоты. И это очень радостная новость, я считаю, для нас всех, для казахстанцев. В этом году все происходит гораздо быстрее. Опять-таки, почему? Благодаря программе Ансаган Саби, которую предложили вот в сентябре, 1 сентября 2020 года, благодаря нашему президенту. И благодаря этой программе, конечно, от количества таких выделенных квот наши очереди не застопорились, они двигаются. Единственное, вот на сегодняшний момент пока еще у нас в ИРЭМе портал пока закрыт, но мы уже на днях вот ждем, когда вот что откроется, и потому что первое полугодие мы уже закрыли, и на второе полугодие выделится квота, и опять колесо закрутится. Желающих много, конечно. Желающих много, звонят ежедневно, спрашивают, как, ну, то есть актуальность проблемы, она очень высокая, требует внимания. И да, это, дай бог, сейчас откроется, начнем опять квоты. А вот расскажите, кто не может претендовать на квоту для проведения ЭКО? Ну, во-первых, это, конечно же, очень низкий запас. Да, вот смотрите, мы как бы определили для себя, что АМГ у нас должен быть как бы 1,5 и выше, да. АМГ сразу как бы веду в курс дела наших слушателей, да, телезрителей. АМГ — это антимиллерский гормон, который показывает запас фолликулов внутри яичника. Яичник — это такой гормонообразующий орган, да, и гормонопродуцирующий орган, и в нем формируются фолликулы. И эти фолликулы, благодаря им, которые вот они имеются в запасе, растут доминантный фолликул, который лопается, формируется яйцеклетка, и потом, конечно же, происходит та самая знаменитая встреча, и происходит зачатие. Вот. Если же таких фолликулов очень мало, и отражает это состояние антимиллеровский гормон, тогда, конечно же, мы консилиумно смотрим и решаем, что да, пациент все-таки не подлежит на квоту. Каждую пациентку мы смотрим консилиумно. То есть несколько врачей смотрят на показатели и одобряют. Да, одобрено, нет, не одобрено. Вот такие пациенты, конечно, не имеют права пойти по квоте, потому что все-таки, когда мы используем государственную квоту, нам все-таки нужны хорошие шансы, и мы должны как бы получить результат. А с такими плачевными показателями ни о каком результате быть не может. Соответственно, эти пациентки не могут претендовать на квоту, но могу успокоить. У них есть шанс
получить все-таки беременность долгожданную с помощью ВРТ-технологий, но на платной основе, и даже если она на большую программу не попадает, есть у нас такое понятие, как накопительный цикл. Модифицированный или просто накопительный цикл. То есть один вот этот фолликул, который у нее есть, мы его мониторируем, наблюдаем, он вырастает, мы даем триггер, чтобы он лопнул, да? Ну, чтобы не лопнул, а чтобы созрел. И потом, пока он не лопнул, сами эту клеточку забираем и накапливаем. То есть каждый месяц по одной, по две, может быть, по 3 клеточки, если повезет, мы копим каждый месяц. И такое происходит в течение 3-4 циклов. И на 4-й цикл после накопления мы тут же можем оплодотворить, получить благополучные эмбрионы и благополучно подсадить в матку. Здорово. И можно получить беременность, несмотря на то, что у нее запас маленький. Это называется накопительная программа. Тоже имеет шанс. Далее, какие пациенты еще не могут претендовать на квоту? Это пациенты, которые по возрасту все-таки не подходят, потому что возрастной ценз у нас существует до 42 лет. 44, 43, 45 и выше, конечно, уже не могут претендовать на квоту, даже если у них более-менее запас есть. И, конечно же, третья группа пациентов – это пациенты, которые как бы… Вот, кстати, они прокатнулись до матки, то есть матку они сели, да, и все естественно, все благополучно. По каким-то причинам две эти клетки встретиться не могут. И таким образом у женщины вот эти клетки, которые внутри организма ее самой образуются, мы их забираем просто снаружи. И они попадают в эмбриолабораторию. В эмбриолаборатории наичистейший, наипрекраснейший воздух, наипрекраснейшие, наизамечательнейшие среды, куда они попадают. И там же они встречаются со своими клетками мужскими, да, и там происходит их знаменитая встреча, да, как говорится. И вот то, что образовался этот эмбрион, до поры до времени мы его наблюдаем, как до 5 суток он растет, пока не превратится в бластоцисту. Бластоцист – это такое состояние эмбриона, когда он уже хочет вылупляться из своей оболочки и внедряться в матку. Вот в этот момент мы берем этот эмбрион и сажаем в матку. И матка к тому времени, по нашим, как мы готовим, она уже готова принять этот эмбрион. И, соответственно, мы никуда не заходим, ничего не меняем, мы просто то, что внутри, забираем наружу. Здесь все происходит, все, что должно было происходить в природе, и обратно назад возвращаем в матку. А почему у них не получается внутри? Опять-таки, это причина, это закрытые трубы, это перитониальные формы бесплодия, связанные с аутоагрессией, с иммунными факторами, с эндометриозами, с какими-то спаечными процессами. Да. И наоборот, получается так, что та внутренняя среда, она наоборот для клеток агрессивна. И мы наоборот, минуя эту агрессию, выводим их сюда, как бы наружу, и таким образом нашим клеткам, наоборот, очень комфортно в эмбриолаборатории, потому что там они, как бы, ну, грубо говоря, погибают или лизируются, или отравляются, хоть как назовите, но там беременность не происходит. Именно по этой причине. Поэтому здесь говорить о том, что репродуктологи или вот этот вот ребенок, рожденный с помощью икон, чем-то отличается. Да ничем он не отличается. Такой же генетический аппарат матери, такой же генетический аппарат мужчины, отца, да. И полностью хромосомно это все такие же дети, как обычные, просто методика, да, просто снаружи, то есть как бы посадили, да, или же все-таки когда как бы естественным путем. Но если бы естественным путем у них бы получалось, они бы к нам не приходили, значит им требуется наша помощь. Конечно. И это прекрасный выход, чтобы получить долгожданную беременность. Большое вам спасибо за такую содержательную, полезную беседу. И напоследок, что бы вы хотели пожелать или порекомендовать нашим уважаемым телезрителям? Ну, хотелось бы, конечно, пожелать прежде всего здоровья. Это очень актуально, как сами понимаете, да, глядя на наш окружающий мир. Это прежде всего здоровье. Пожелать, чтобы здоровье пациента, вообще здоровье человека, оно прежде всего заключается как бы в его руках. Это не врач виноват или еще плохая поликлиника и так далее. Это когда ты все-таки придерживаешься здравого образа жизни, ну это понятно, что надо как бы правильно питаться, вовремя ложиться спать. Об этом мы на каждый день на приемах говорим. Поэтому я желаю вам здоровья, потому что оно в ваших руках. Не болейте, а если же все-таки захворали и что-то у вас не получается, обращайтесь к специалистам. Добро пожаловать к нам в ИРМ. Если что, мы всегда рады вас принять. Большое вам спасибо и всего доброго. Спасибо, до свидания.